принят. Доброе утро, дорогая церковь. Пожалуйста, кто внизу, поднимайтесь наверх. Будем начинать наше богослужение. Я рад вас всех видеть в этот чудесный солнечный день, воскресный. Давайте мы сначала благословим наше собрание. Помолимся, хорошо? И мы прославим Господа. Отец Небесный Господь, мы приносим сегодняшний день перед Тобой в молитве и просим Тебя, Господи, благослови. Благослови наше собрание. Прибудь с нами. Направляй нас и веди нас, Господи. Мы уповаем на Тебя. Мы молимся Тебе, Господи, и мы ожидаем от Тебя. Ожидаем Твоего движения, ожидаем, что Ты будешь наполнять нас, Господи. Ты сказал, что Ты не оставишь и не покинешь нас, Господь. Мы знаем, что Ты верен всему, что Ты говорил. Господи, мы просим Тебя о Твоем присутствии, о Твоем помазании. Господь, коснись каждого на этом собрании. Господь, Ты знаешь лучше нас, в чем мы нуждаемся, каждый из нас, Господь. Кто-то нуждается в утешении или в ободрении, Господь. Пусть он это получит. Кто-то нуждается в каком-то свидетельстве, в видении, Господь. Пусть это будет. Кто-то нуждается в водительстве. Отец, мы смотрим на Тебя, Ты источник всего. Мы просим Тебя, благослови нас. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господь. И мы славим Тебя, Господь. Ибо Ты великий Бог. И Ты достоин. Давайте мы прославим Господа. Давайте мы дадим Ему аплодисменты. Мы будем петь Его от всего сердца. Хорошо? Мы Тебя воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем.
Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы все сердцем ждем. Скажи еще раз. Мы к Тебе
церковь. Слава Богу за тех, кто здесь. Я выше для того, чтобы мы с вами помолились. Но прежде чем мы начнем молиться, я буквально скажу два слова. Мы здесь все собрались благодаря тому, что у нас есть Иисус Христос Спаситель. Аминь? Аминь. И Он еврей по плоти. Мы с вами читаем Библию, которая написана в основном евреями. Аминь. И Бог во Христе Иисусе сделал церковь и Израиль одно. Он сумел объединить, и это еще будет происходить объединение полное. Но мы объединены, мы одно. И если одному плохо, если тело болит, мы о нем беспокоимся. И Слово Божие нас призывает молиться об Израиле и благословлять Израиль. И есть обетование, благословивший Израиля также будет благословлен. И вы знаете, драгоценные, что сейчас совершенно непростая обстановка в Израиле. Для тех, кто не следит за новостями, я скажу, что сейчас идет очень сильное обострение. И идет стрельба по сектору Газы. И, соответственно, сектора Газы, прежде всего, идет на Израиль. И ответные удары идут на сектор Газы. Это ответные удары. Там Хамас использует мирное население. И люди мирные, неповинные, просто становятся живым щитом для этих врагов, скажем так. И поэтому, драгоценные, давайте мы вместе, как церковь, как народ Божий, помолимся за Израиль. И все то, что мы будем сегодня молиться и благословлять Израиль, оно в равной степени относится к нам, как к народу Божьему. Будем молиться. Дорогой Господь, да будет благословенно и прославлено Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господи, благодарим за Сына Твоего Иисуса, который отдал свою жизнь за нас. Благодарим Тебя, что мы ныне, те, которые язычники, которые были отдалены от Тебя, отчуждены, Господи, мы сейчас Твое царственное священство. Ты так высоко нас поднял. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы можем молиться сейчас и благословлять Твой народ. Ты возлюбил Израиль любовью вечной. Господи, вложи в наши сердца эту любовь к Твоему народу. То, что Ты любишь, да будем и мы любить. Мы благословляем сейчас Израиль. Мир. Ты сказал, просите мира Израилю. Шалом тебе, земля святая. Шалом тебе, Израиль. Шалом тебе, Иерусалим. Шалом — это значит и покой, это мир, это процветание, преуспевание, это воля Божья. Шалом да будет на этой земле. Господи, Ты защита Израиля. Ты рог спасения их. Под Твоим кровом они, Господь, уповают на Тебя и находятся. И Ты, Господи, говоришь, что Ты зеница ока, Израиль, для Тебя. Зеница ока, и Ты не спишь и не дремлешь. Ты охраняешь их. И мы, Господи, поставлены на стражу, Господь. Ты поставил стражу. Это мы, церковь, которая, Господь, призвана молиться. И мы молимся, Господь, об Израиле. Мы молимся о мире. И мы призываем этот мир, Господь, на эту землю. Призываем, Господи. Пусть все, что для Тебя, да будет удалено. Мы провозглашаем Слово Твое написанное, Господи, что всякое орудие, сделано против Израиля, против Твоего народа, не будет успешно. Всякое — это значит всякое. И никакая ракета, она не навредит Израилю. И Господь, не будет гибнуть население. И не будут гибнуть военные, Господь, израильской армии. Господь, мы благословляем. Твоя невидимая защита. Твои ангелы, Господи, достанут защиту. Ты говоришь, что Ты сам становишься огненной стеною вокруг своего народа. Да будет эта огненная стена днем и ночью, Господи, вокруг Твоего народа. Боже, мы благословляем Израиля. Благословляем, Господи, этим шаломом. Благословляем, Господи, процветанием. Благословляем, чтобы Твоя воля исполнилась для этого народа. И, Господи, пусть те, кто поднял, Господь, перту на Твой народ, кто, Господь, поднял перту, Господь, чтобы захватить землю, которую стала уделом
Уделом Твоим, Господи, да придет, Господь, от Тебя истинное наказание во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, не желаем, Господь, зла палестинцам. Мы не желаем, мы также благословляем. Их благословляем, Господи. И каждого проживающего на этой земле, Божией. Мы молимся, чтобы Ты спас, Господь, каждого человека. Каждого, Господи. И мы просто благословляем их, Господи, Твоим святым именем. И благодарим Тебя, Господи, за ту мудрость, которую Ты даешь, Господь, правительству, Кнессету, Господи, и молимся Тебя. Потому что, Господь, в Твоих руках сердца правителей. Управляй, как потоками вод, чтобы они принимали правильные решения во имя Иисуса Христа. И также мы молимся, Господь, за все страны. За те, Господь, которые стали, Господь, против Израиля, которые начинают осуждать Израиль, и за тех, которые поставляют плечо, и которые молятся, и которые благословляют. Господи, да будет народ Твой, Господь, правильно понимать эту обстановку, и да будет смотреть на Израиль, как на духовные часы. Да будут благословения, Господь, детей Твоих всегда долетать, Господи, туда, на эту землю и в небеса. Боже, благодарим Тебя, Господи, благодарим, что Ты поднимаешь верность Твоих, благодарим, Господи, потому что задуманное Тобой, оно исполнится, и Ты исполнишь то, что задумал. Мы, Господь, благодарим и славим Тебя. Аллилуйя. И также, Отец Небесный, мы, Господь, просто не перечисляя, но просто сейчас каждый из нас возложит, Господь, свои нужды Твоим ногам, Иисус. Драгоценные, просто несколько секунд. Подумайте, у кого какая нужда, и давайте мы просто согласимся и положим это символически, пророчески, просто ногам Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, что мы не будем послышаны. Уповающий на Тебя не будет послышан. И все те нужды, большие или малые, Господь, они важны для Тебя. И Ты вникаешь во все дела. И Ты восполняешь, даже более, чем мы можем помышлять, Ты нам даешь. Благодарим Тебя. И если где-то для кого-то закрыта дверь, открой глаза. Глаза духовные, глаза сердца, чтобы видели дверь, которую Ты открыл. Ты открыл, потому что то, что Ты открываешь, никто не закроет. Благодарим Тебя за восполнение каждой, Господь, нужды. И мы, Господь, высвобождаем из себя. И так как мы священники Твои, Господи, и своей внутренности, так как Ты внутри нас, Господи, мы высвобождаем исцеляющую силу во все сферы, в дух, душу и тело. Да придет Твое исцеление в семьи наши. Да придет исцеление в отношениях, будь то на работе с сотрудниками, будь то с родными и близкими. Да будет все восстановлено по слову Твоему и по милости Твоей. Мы благодарим Тебя и славим за все. Спасибо, Господь. Аминь. Аминь. Хорошо, и дети, выходите сюда, мы благословим вас. Помолимся. Можно вставать. Дети, подростки. Давайте мы благословим детей, хорошо? Еще маленькие придут. Это не маленькие еще, да? Хорошо. Господь, Отец, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, который сейчас присутствует здесь, также за всех детей, которые в нашей церкви, но их нет сейчас здесь. По каким-то причинам, кто-то, может быть, уехал, кто-то болеет. Господи, мы благословляем каждого и просим Тебя, Ты благослови их также. Господь, пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, сопровождай их, благословляй их, уберегай их от зла. Господь, пожалуйста, окружи их вниманием и заботой. Господь,
Пусть у каждого будет, когда они вырастут в своей взрослой жизни, кров над головой, еда на столе. Господь, благослови их круг общения, дай им друзей, надежных, верных. Пусть у них будут люди, которые будут оказывать положительное влияние на формирование их как личность, Господь, во имя Иисуса. Я провозглашаю, что каждый из них он будет полноценной, здоровой, полной личностью. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Все, можно садиться и расходиться. Хорошо, и прежде чем мы перейдем к слову, немаловажная часть служения – это десятины и пожертвования. И у нас там, ребят, можно корзины и ведра пустить по рядам. И если вы первый раз, и вы не понимаете, что это такое, вы не переживайте. Если вы не первый раз в церкви, то можно давать. И пусть Господь, Он благословит каждого обильно. Всякого человека, кто дает в церкви. Также можно в электронном виде осуществлять ваши пожертвования. У нас в группе есть реквизиты карты. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Хорошо. И кто помнит, что в 2019 году, в доковидные времена, мы ездили церковью на природу. Ориентировочно в это время, и было хорошее время. Кто был из присутствующих? Кто был? Почти никого не было. Но было так круто, что до сих пор люди вспоминают. И мы запланировали выезд на этот год, на это время. И мы уже забронировали место, то же самое, на 19 июня. Это будет суббота, с утра до вечера. Мы сделали уже предоплату даже. И я так понимаю, что в 2019 году много людей не поехало, потому что они думали, что это будет выезд в лес. И старшее поколение многие не поехали. Но на самом деле там есть столики, есть стулья, есть скамейки, есть электричество, есть туалеты, есть вода. Поэтому выезд он был хороший. И поэтому можно не бояться, не придется по лесу бегать. Я надеюсь на это. Просто вчера вышел указ главы республики о том, что ввели определенные ограничения опять в связи с ковидной ситуацией в республике, так как заболеваемость растет. И они коснулись именно турбаз, ресторанов и так далее. И я просто, как я уже сказал, мы все забронировали. Но сейчас все под большим вопросом, потому что запретили больше 10 человек, запретили ставить музыкальную аппаратуру, оборудование, а мы как раз одна из вещей, почему мы туда ездили, потому что было электричество, мы привозили аппаратуру, мы прославляли, была музыка. Поэтому я прошу вас, молитесь об этом. У нас еще месяц до всего этого, и там посмотрим. То есть, если будут запрещены турбазы, наверное, придется нам поехать, просто выезд на природу мы сделаем, куда-то в лес, если это не будет запрещено. Хорошо? Просто я призываю вас, во-первых, молитесь об этом, во-вторых, будьте готовы, если что. На 19 число мы планируем выезд. Если вы в городе, приведите свои дела в порядок, если что-то запланировано на этот день, можно перенести. Потому что давненько у нас не было такого общения полноценного, на природе. Внутри, не в стенах здания. И будет хорошо. То есть мы проводили эстафеты, проводили конкурсы и спортивные. Также у нас была такая викторина, была музыка, было мясо жареное. И всякое такое. То есть если было бы здорово, если бы мы смогли снова поехать. Аминь. Еще что сказать сразу, если пока объявления такие. Просьба тоже. Молитесь за церковь. Просто мы много говорили об этом. Молитесь о том, чтобы рука Божия она была над нами, чтобы водительство было, чтобы люди были, чтобы был мир в церкви, чтобы
чтобы что-то вообще происходило. Потому что у нас не просто какое-то собрание же, да, а вот обыкновенных человеческих собраний их везде хватает. На работе у кого есть профсоюзы, еще где-то, да, вот какие-то активности они происходят. И создавать какую-то человеческую структуру, или где нет вот, прикосновения, да, руки Божией, ну как-то совсем не хочется, да? Зачем приходить и слушать очередную человеческие измышления какие-то, тем более интернет сейчас он полон всего этого, еще и проповедников там тоже куча. Тоже можно смотреть, кто-то может сказать, а что ходить-то вообще? Поэтому молитесь за церковь. Хорошо быть братьям вместе написано, да, и хорошо пребывать в общении. Прям такая великая вещь. Вот мне совсем не хочется опять уходить на карантин, если будет какой-то жесткий локдаун. И как вспомнишь прошлый год. Да. Поэтому у нас вообще в стране уникальная ситуация такая, что я вот просто отслеживаю. Знаете, у нас и вакцина есть, но никто не прививается. За границу посмотришь, то есть у нас, я не знаю, вы слышали, нет, у нас есть туры медицинские, вот, например, в большие города. То есть целенаправленно привозят, например, немцев там в Германию, из Германии в Питер, в Москву. То есть это прививочный тур. Люди платят деньги, они приезжают, вакцинируются и едут обратно. И это правда. У нас можно вакцинироваться, у нас, по-моему, вчера, и даже сегодня есть, да, вот в третьей поликлинике, без всякой записи, без никто, любой человек может. И на самом деле, когда человек вот так живет, и ему все доступно, знаете, во многих городах, вернее, странах, где-то за границей, где нет таких возможностей, люди готовы платить бешеные деньги за то, чтобы получить вакцину, а у нас как-то... И кто-то может сказать, за что ты агитируешь, там у нас там это. Знаете, я как-то вот все равно привык доверять медицине. Может быть, это советское какое-то прошлое. Когда мы родились, я не знаю, вот у всех такие штучки здесь есть. Вот БЦЖ всем ставили. Никто не спрашивал. Никто там не говорил, что там чип будет на 5G. Просто ставили, и благодаря этому мы победили, я не знаю, БЦЖ, но вообще от чего? В том числе от туберкулеза, да? Мы туберкулез не победили, у нас республика одна из первых, с конца имеется в виду по заболеваемости, в числе лидеров, да, по туберкулезу. Но тем не менее, если бы этого не было, знаете, просто у меня брат болел родной туберкулезом, и там была какая-то сложная форма, резистентная, которая сопротивляется антибиотикам. Его в больницу положили, ну, должна была быть операция, то есть это, ну, не помогало ничего, да. И мы нашли тогда врача, вы знаете, как там малоинвазивная технология. Мы нашли человека, который придумал это. Ну, то есть обычно, когда, если кто не в курсе, когда, ну, как вот один хирург говорил, я, говорит, когда привык оперировать, так, чтобы мне было удобно. То есть мы делаем разрез от сих до сих, там все раздвигаем, и чтобы мне ничего не мешало. И, то есть человек вот ходит, у него потом такая штука вот малоинвазивная, то есть там, ну, 5-7 сантиметров разрез туда вводят, и, представляете, это неудобный инструмент там, да, каким-то. Но зато потом человеку как бы ходить, ну, у него не такая большая дырка, и как бы такое вот все. И вот этот человек, он изобрел эту технологию, он работал в Москве, и когда мы туда приехали, он оперировал всех детей, вот все дети, они оперировались у него, все бесплатно. И я поразился тому количеству детей, которые болеют вообще. И я поразился, что очень много было именно молодых людей с Кавказа, особенно с Чечни. Я так задавался вопросом, почему? И там, знаете, люди такие, вот сын спортсмен, там, самбист, все время там на спорте, никогда не курил, не это. Где вообще вопрос? Как он мог заразиться? Вот такие вот вопросы. И, знаете, потом до меня дошло, а Первая война, Вторая война, там не было вообще никакой вакцинации. Они вот это все вообще пропустили. И потом оно вот это вот догнало. И просто вот когда мы ходили, просто искали больницы, вот количество людей с Кавказа, вот как раз кто пропустил вот вакцинацию в то время, просто зашкаливает. И можно говорить все, что угодно, вот всякие, знаете, но мне иногда напоминает вот это какой-то на пороге какого-то мракобесия. Знаете, когда человек, он, как анекдот есть такой, не учит в школе физику, да?
и твоя жизнь будет наполнена чудесами и знамениями. Да? И вот, не учи в школе биологию, потом ты будешь ходить и говорить, когда тебе будет 40 лет, что нас чипируют через это. Есть разные мнения, я сейчас не хочу кого-то обидеть, но, вы знаете, есть показания. Я сам не вакцинировался просто потому, что я переболел, и у меня не прошло еще времени, я собираюсь. Просто я сдавал на антитела, и антитела не зашкаливали, и я уже был готов, но сказали, что не надо. Как бы, да, но, насколько я понимаю, тоже сейчас говорят, что это не вечно. Эти антитела не проходят после болезни, там 6 месяцев, лет. Я хочу еще раз сдать, пойти вакцинироваться. У нас есть в церкви люди, которые вакцинировались. У меня родители вакцинировались. Ну, как бы, адекватные на сигналы реагируют, руки, ноги не отвалились, как бы. Вот, и на самом деле побочки вот от наших вакцин очень мало. И поэтому я вас, если кто-то сомневается, какие-то вот вещи, просто, знаете, почему государство, оно вот за это вот как бы радует, кто-то говорит, вот они там пытаются нас как-то массово там что-то с нами сделать. Вы должны понимать, что толку от вакцины, да, если у нас привито 5% населения. Вот есть государство Сан-Марино, как государство? Государство, это республика Сан-Марино, но оно находится в Италии, если кто видел, это просто маленький город, да, и там население, сколько там населения? Я не помню, там 40 тысяч, что ли. Понятно, что такое население вакцинировать. Вот они сейчас, у них тоже туризм массовый. Италия, она не одобрила вот нашу вакцину, но зато со всей Европы туда едут. Они вакцинировали полностью население. Израиль. Вот Израиль и Сан-Марино, два государства, которые у них 100% покрытие. Кто помнит, еще совсем недавно в Израиле были такие вот, там гоняли, жесткий локдаун был, там за маски били там, и так далее. Заметили, что, и понятно, что сейчас последние события, там не до этого, да? Но если кто видит, там даже показывают сейчас сирены, да, там обстреливают, и куча народу на пляже. Маски вообще никто не носит, уже все давно отменили, потому что 90% населения. Если кто статистику посмотрит, сколько человек вот заражалось, и сколько сейчас новых заболеваний, там на ноль все сошло, практически нет никого. У них 100% вакцинация. И это о чем говорит? О том, что это работает. И то есть в Сан-Марино тоже, то есть они полностью отменили, и сейчас европейские государства, они переходят. И тем более видно, что у нас всего 5% населения привито, и это очень мало. И пока мы не, каким-то образом, она никуда не уйдет, вот эта зараза, ее нужно каким-то образом побеждать, и поэтому это либо должен быть какой-то коллективный иммунитет, то есть либо большинство должно переболеть и иметь антитела, либо большинство должно вакцинироваться, либо уехать, там, не знаю, вот республика большая, в тундру куда-нибудь, километр на километр, чтобы никого не было. Иначе, если мы будем общаться, это никак не победится. Все. Такой ликбез по... Молитесь об этом также, об этой ситуации, да, потому что у нас вроде бы уже все шло на спад, все как бы хорошо, и сейчас опять всплеск, и власти они уже качают. Обоснованно, я понимаю, что, их опасения, но если опять начнут закрывать магазины, бизнесы и так далее, ничего хорошего в этом нет. Дети опять на дистанционке сидят. Уж хочется, чтобы они в воскресенье все-таки в школу пошли, в сентябре пошли в школу, а они сидели дома за компом. Потому что качество образования, оно тоже падает. Я не знаю, кто как. Просто это факт. У нас еще дети какие-то, может быть, по сравнению с западными, более дисциплинированные, там, где полная свобода, и вот у них была дистанционка, они там пытались проводить контрольные, результаты вообще плачевные. Показали, что там вообще никто ничего не усваивает. Это все равно, что мультики смотреть. Многие дети, они просто включают что-то а-ля онлайн, сами сидят там в PlayStation, рубятся, еще что-нибудь, то есть занимаются своими делами. Поэтому об этом тоже молитесь и имейте, я просто призываю к здравому смыслу у вас, хорошо? Никто не несет ответственности, кроме вас самих, да, вот никто не может. Решение всегда за тобой. Можно всякие доводы. И у нас, слава Богу, вот, кстати, где-то говорят, что хотят сделать прямо обязаловку. У нас, слава Богу, вроде такого нет, никто не принуждает, все пытаются убедить, но решение всегда за тобой. Хорошо. Давайте мы перейдем к слову, которое, я верю, Господь положил на сердце сегодня поделиться. И я бы хотел поговорить о кротости.
Вот скажите, когда звучит слово «кроткий», когда ты читаешь, какие вообще ассоциации в голове возникают? Что такое кроткий человек? Послушный, тихий, спокойный, бесхребетный, бесхарактерный, да? Ну, продолжайте дальше, вот что тряпка, да, такая, подкаблучник. Нет? Но знаете, когда звучит слово «кроткий», вот когда, ну, ты понимаешь, что вроде бы как-то должно быть не так, но когда, ну, вот какой-то вот такой, да, что-то вот, какой-то слабый человек, бесхарактерный, то есть в школе вот его берут, кроткий такой, все его обижают. Знаете, Иисус, Он сказал, Матфея, 5 глава, 5 стих, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Современный перевод там говорится, что блаженные кроткие, ибо они унаследуют всю землю, и вся земля будет дана им в наследие. Знаете, когда Иисус, Он говорил вот это, да, и когда вот, я думаю, у меня, знаете, какой-то диссонанс, думаешь, ну, наверное, Он какой-то что-то другое имел в виду. Что-то мы как-то, может быть, не так понимаем. Но большинство людей, вот, как бы, да, вот это еще люди в церкви, вот у них такое понимание. Но для людей в миру, когда ты говоришь вот кроткий, вот это то, что им приходит на ум. Это тряпка. Слабак, там, бесхребетный там, и так далее. Молчаливый, которого все там куда-то могут задвинуть. Интересная вещь, что есть пара человек, да, в Библии, которые Библия она описывает как кротких. И один из них, это Моисей. Числа, 12 глава, 3 стих говорится. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Кратчайший из всех людей, да? Знаете, когда я вот что-то воспринимаю Моисея, когда вот, если мы знаем, да, кто он такой был, это тот человек, который вывел народ из Египта, да, и что там, он пошел на гору, оставил народ, и он там получал 10 заповедей. Это просто вот один момент. Он получил каменные скрижали, да, у него там были 2 таблички, с которыми он спустился, на них были записаны 10 заповедей. Он спускается вниз, а там бардак. Да? Народ уже забыл давно про него, что он ушел, что-то нету его там месяц, давайте мы себе Бога сделаем. И там танцы, пляски, телец стоит. И что происходит? У него праведный гнев, да? И давайте мы прочитаем, что же он сделал. Исход 32 глава, 19-20 стих. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей, и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Землю у меня есть, будете, да? То есть он там в прах стер, рассыпал, нате, пейте, ешьте своего Бога, да? Вот эти вот от Бога он получил скрижали, он их там разбил. То, что заповеди были. Надавал всем по шеям. Ну, если так можно сказать, да. Вот знаете, когда, ну, как-то не похоже вот на то понимание кроткого человека, да? Что это значит? Был наикратчайший человек. Больше, знаете, ну, и у него много таких поступков было, и он производит впечатление, вот, человек, с которым, ну, не стоит связываться. Вот Моисей. Вот кроткий, да, но когда он к фараону там приходил. Дальше Иисус сам. Как он сам себя описывал? 11 глава Матфея. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот Иисус, Он говорил про себя, что Он кроткий и смиренный сердцем, да? И я понимаю, что у нас вот как бы наше представление о Нем, оно все равно
уже задето, вот, знаете, теми голливудскими картинами, которые вот, где вот Иисуса представляли. И там его вечно вот как бы, ну, он такой женоподобный какой-то, вот немножко, знаете, взгляд такой вот, вечно ходит там вот спокойно. Но если посмотреть, вот, это, вы понимаете, да, что любой художественный фильм это вот восприятие режиссера, и все понимают, а вот он Бог, и вот они каким-то образом, это вот то, как этот человек его вот, он воспринимает, таким образом он его показывает в фильме. Но если посмотреть на жизнь Иисуса, большую часть своей жизни он был плотником. Да? Он работал с деревом, пилы, молотки. То есть человек, который мог трудиться своими руками. Когда мы смотрим, что он проповедовал, да, он был очень хороший оратор. Да? И сотням людей, вот, толпы просто народу, тысячи вокруг него были, и он мог учить, проповедовать, говорить и, не хочется говорить управлять толпой, но чувствовать, да, вот, как бы вести в этом. Такой вот небольшой штрих, помните, когда он вошел в храм, где устроили рынок, да? То есть овцы, там животные непонятно, тут же деньги меняют и так далее. Что он сделал? Он взял веревок, сделал из них плетку. Представляете, храм, вот там сидят, вот рынок здоровенный. Сейчас на рынок прийти, разбросать все и всех выгнать просто в шею оттуда. Иоанна, 2 глава, 15 стих, вот это описывается место. «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менщиков рассыпал, а столы их опрокинул». И он про себя говорит, что я кроткий и смиренный сердцем. Моисей был кроткий, Иисус был кроткий. Возникает вопрос, ну если вот они такие кроткие, Моисей кратчайший человек, Иисус сам про себя вообще пример нас, и он кроткий, может быть у нас какое-то не такое восприятие вот этого слова? Что что-то как-то не так? Один человек, я просто смотрел вот это слово, да, и вот в греческом языке на самом деле слово «кроткий», оно может иметь очень много, ну такое объемное, очень много оттенков, да. И вот один из способов, да, вот, ну, одно из значений, когда это слово оно использовалось, да, это знаете, как он, пример такой приводит, как вот если, например, взять дикого жеребца и укротить его. И вот когда его ты укротил, вот он становится кротким, укрощенным. Дикие, вы понимаете, да? Ну, у нас как бы нет в природе диких лошадей, насколько я знаю. Есть. Лошадь Приживальского. Ну, сейчас у нас нет в природе, у нас все вот лошади в России, насколько я знаю, они домашние, кому-то принадлежат. Даже если они просто сами по себе бегают, это все равно какое-то стадо. Но есть дикие лошади, да, вот, как бы, вот, жеребцы, и они непокорные. Я не знаю, вы фильмы, наверное, видели, когда их пытаются укротить, да, под седло поставить, и это прямо битва, его нужно сломать, да. Ну, я сейчас не про это, но суть в том, что когда он укрощен, в нем остается вся страсть, в нем остается сила, могущество, его физическая форма, его, вот, знаете, вот, у каждого животного есть какой-то свой норов, оно никуда не меняется. Бывают прямо такие, которые все равно седока там пытаются скинуть, но он подчиняется уже тогда своему хозяину, да, подчиняется человеку, он укрощен. Вот, когда я сказал все это, знаете, к чему я это веду? Кротость – это когда ты берешь что-то могущественное, сильное, как, например, вот жеребец, да, то есть дикая лошадь, и ты укрощаешь это. Ты приводишь это под контроль кого-то или чего-то. И в библейском смысле, вот слово «кроткий», оно означает, что это тот человек, который находится под контролем Бога. У него остается своя воля, у него остается своя сила, свое желание, свой норов, все свое, но он находится под контролем Бога. Он осознанно вводит себя под контроль Божий.
Вы понимаете, да, о чем я? Это не означает, что тебя сломали как человека, как личность. Что твоя воля, она сломлена. Но твои эмоции, твоя сила, твоя воля, они остаются. Но они под Божьим контролем. Сила, она никуда не девается. Мне понравился такой пример. Он не совсем про это был, но я думаю, здесь будет очень хорошо иллюстрировать, как один пастор, он рассказывал, что он записался в хор мужской. Это был любительский хор, но на довольно большом уровне, и у них был такой высококлассный дирижер. И вот они там пели, и говорит, что как всем любительским хорам, вот свойственно, когда идет тихая часть, да, вот тихая партия, и начинают петь такими как бы слабыми, какими-то вот безвольными голосами. И он говорит, что вот дирижер, он постоянно, его просто это из себя выводило. Он говорит, что вы там блеете? И вот он пытался, да, когда вот такая часть, вот они поют, и там, например, эта часть тихая подходит, и вот он сжимал кулак, и вот так показывал его, сотрясал, что, мощь дайте, и потом раз и прикрывал ее. Да? Это означало, что, то есть голос, он должен быть сильный, он должен быть мощный, но под контролем. Не нужно просто орать в этот момент. Но это не означает, что ты там весь умирающим голосом поешь. Вот это вот кротость. У тебя остается сила, у тебя остается страсть, у тебя остается желание жить. Не просто ты там какой-то вот тряпочка такая, веревочка ходит, в которую все там, что хотят из него, то и вьют. Да нет, все то же самое. Но только ты подчинен Богу. Вы согласны со мной? Да. Пока все хорошо? Знаете, вот такая вот кротость, она очень важна для Бога. Потому что вот в Нагорной проповеди, да, вот Иисус, Он сказал, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. То, что мы смотрели, Матфея 5 глава, 5 стих. Есть несколько вот примеров в Библии, в Ветхом Завете, которые описаны, где мы можем посмотреть, которые вот именно такую кротость они показывают. Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели на Иосифа вот сегодня, как одного из людей. Иосиф, он был человеком, который вот позволял Богу, вернее даже не так, позволял своим эмоциям, вот своим страстям и все свои действия быть под контролем Божьим. Все, что он делал, все, что он переживал. Кто помнит вообще про него, да? Он был молодой юноша, да? И сколько ему там, 17 лет было, когда Бог, он начал показывать ему видения, да? Сны у него были о том, что он будет великий, что будет слава Божия на нем. И он поделился вот своими видениями со своими братьями, там, с семьей. И они не очень все это дело восприняли, они и так его недолюбливали, потому что он был любимчиком у отца, да, он был младший. Тут он еще им приходит и говорит, что я там буду круче вас всех. В общем, они не нашли, он не нашел понимания у своей семьи, но несмотря вот на то, что его семья, она отвергла, в смысле, братья, они его отвергли, он остается, да, он ждет своего времени, он продолжает хождение с Богом, да, и дальше что происходит? Братья, они его продают в рабство, да. То есть могли бы и убить, добрые люди, но просто в рабство продали. Всего лишили, то есть, представляете, в чужую страну, там, какие-то мимо торговцы проезжали, они туда его продают, он попадает таким образом в Египет. Но когда описывается, да, вот его пребывание, когда он трудится как раб, что мы видим? Он отказывается, да, вот как бы он не сдается, его поведение, оно не меняется, его
знаете, вот, не появляется какая-то горечь во всех его высказываниях, суждениях. Вот Бог, ты мне там показывал, я там буду великий и так далее, посмотри на меня. Кто я такой, да? Раб, у которого нет ничего. И в результате, да, даже когда он раб, что происходит? Он был успешный во всем, что он делал. Вот все, за что брался, он во всем преуспевал. Дальше что происходит? Его ложно обвиняют, бросают в тюрьму по совершенно надуманному предлогу. И, то есть, казалось бы, куда хуже. Он был рабом в чужой стране, и вот там какие-то обещания, что он будет когда-то великий. Как там, никогда не говори никогда? Или никогда не зарекайся. Казалось бы, был рабом, так еще мало этого, он еще и в тюрьму потом попал. Еще и в темнице теперь сидит вообще безо всякой надежды. Но и там, да, он как бы не сдается. И он продолжает оставаться в вере, его отношения вообще, по отношению к Богу, по отношению к своей жизни, по отношению к все, что происходит, оно вообще никак не меняется. И потом, да, вот в Бытие в 40 главе там описывается, что он интерпретирует, да, сны двух людей, да, которые работают на фараона в администрации. И одному из них, он говорит, что тебе за это? Он говорит, когда ты выйдешь из тюрьмы, вспомни обо мне. Но тот человек, он выходит из тюрьмы и забывает про Иосифа. И еще 2 года он сидит, и про него никто не вспоминает. Несправедливо вообще. Неправильно. Каким образом Иосиф, он отвечает на все на это? Он и так же остается несломленный. В жизни ничего не меняется. У него не появляется никакой горечи. Богу он никаких претензий не предъявляет. Но он отказывается, да, сдаваться. Он живет так же, вот где вот он есть, он живет свою жизнь для Бога. Что бы ни происходило, какие бы обстоятельства ни были. Иосиф, он кроткий человек. Он кроткий человек, потому что он все свои страсти и все свои действия отдал под контроль Богу. Держит их под контролем. Он не позволяет своему гневу возобладать над ним. Да пошло оно все. Он не позволяет эмоциям взять верх. Это тот человек, который находится под водительством и под контролем Божьим. Кроткий человек. И что Бог делает с кроткими людьми? Они наследуют землю. Когда человек находится под контролем Божьим, Бог, он в конце дает все, что ему нужно. И позже, да, когда вот уже Иисус, он сам говорит, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Он говорит те же самые слова на самом деле, но немножко по-другому. «Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Это то же самое, что кроткие, они наследуют все. Что значит, прежде всего, Царство Божье ищите воли Божьей, будьте в Боге. И это то, как Иосиф, он жил свою жизнь. Он искал Божью волю и Божью праведность в своей жизни все время, независимо от того, где он находился, независимо, какие обстоятельства, какие события они происходили в его жизни. Вот вроде бы говорят про одно, вот ты там будешь такой великий там, и так далее. И все идет прахом, все идет вообще не так сначала. Но это никак не влияет на его отношение к Богу, на его позицию вообще. Он всегда готов, чтобы Бог он его использовал. Он всегда готов служить для него. И потом что происходит в конце? Он стоит перед фараоном, то есть это царь в Египте. И казалось бы, вот у тебя шанс. Тебя подняли.
из темницы, вот ты стоишь, и сейчас у тебя это твой звезд, вот твоя минута. Если ты сейчас проявишь себя, зарекомендуешь, понравишься ему, это твой шанс вообще на спасение, на все, на будущее всей твоей жизни. То есть как бы зазвездить можно. Показать, как много ты знаешь, какой вообще ты хороший. И фараон, он просит его, да, чтобы он также ему истолковал сон. Что бы Иосиф мог сказать? Да, конечно, не вопрос, сейчас я поговорю. Но кто помнит, что он сказал? Иосиф говорит, это не мое. Потому что, Иосиф, ты там вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты как бы реально шанс теряешь сейчас на всю свою, которая там раз в жизни предоставляется. Надо, наоборот, себя похвалить, показать себя. Но, знаете, вот как бы просто от избытка сердца говорят уста. Вот то, что есть у человека в сердце, вот то, что вот он смирен в жизни реально пред Богом, он говорит, это не мое, Бог дает, я вот просто как громоотвод, да, то есть вот он мне что-то говорит и через меня доносится. Вся слава Богу. Иосиф, он не ищет своей славы, он воздает всю славу Богу, и он ищет Его царства и Его праведности. То есть он там не для того, чтобы как-то вот наконец-то вырваться, себя что-то показать, но для того, чтобы опять же служить Богу, чтобы вся слава воздалась Ему. И Бытие, 41 глава, 16 стих. «И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Я не могу этого сделать, но Бог может. И дальше что происходит? Из-за того, что Иосиф, он не стал на себя одеяло перетягивать, не стал говорить, да, я там сейчас тебе истолкую. Что происходит? Когда он ищет Царство Божьего и Его праведности. Иосиф получает вообще все, о чем тогда можно было бы подумать на то время. Он проявляет кротость перед лицом самого могущественного человека в той области, где он жил. Фараон, царь египетский. И в свое время, да, то есть он в прямом смысле наследует землю. Бытие 41 глава с 39 по 44 стих. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его весомной одеждой, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним. Преклоняйтесь. И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей на всей земле египетской. Он говорит, что ты будешь такой же, как я, единственное, что я только вот по чину, по трону, да, буду как бы больше. А так тебя будут почитать, и ты будешь вообще второй после меня. Но ключ здесь, вот в чем вообще все в этой истории? Что он был кроткий. Ключ здесь, что Бог его он почтил и благословил его, да. Но из-за чего? Из-за того, что он всегда был готов для того, чтобы Бог мог его использовать. В любой ситуации он всегда был готов послужить
Богу. Вот что есть, вот какая есть ситуация, вот что могу делать. Вот кротость, знаете, для меня вот откровение, для самого. Когда вот говоришь, такая неожиданная грань. Знаете, это вот вне зависимости от того, что ты чувствуешь, кто тебе что сказал, кто тебя обидел. А ты берешь и служишь Господу. Ты всегда готов, ты доступен. Бог-то здесь при чем? Вот тебя там люди обидели, ты на всех обиделся, и на Бога в том числе. А вот я не буду ничего делать. Но кроткий он, когда, как вот Иосиф, братья его предали, служил господину своему там рабом. Так нет, жена еще там поклеп налила, еще и в тюрьму посадили. Никогда ни разу слова не сказал. Вот Господь, в какой есть ситуации, там я и служу. Позволить себе в кротости быть под контролем и под водительством Божьим, который говорит, что я тебя люблю. И вот мы видим, что Иосиф, вот он на протяжении всей своей жизни, он готов к тому, чтобы Бог он его использовал. Он был готов, когда он стал рабом. Он был готов, когда потом его в тюрьму посадили. Он был готов, когда он предстал перед фараоном, когда он стоял. В своей кротости он всегда был под водительством Божьим, да? Он всегда был под Богом. Что значит под Богом? Что я под Его волей. Господь, как хочешь, так меня используй. Один человек, он описал это следующим образом. Знаете, что если бы у людей вот было бы вот такое вот отношение, что, знаете, вот человек, он просыпается и говорит, что я сегодня, Бог, он меня использует. Бог будет двигаться через меня. Что бы это означало? Что если этот человек, он учитель, вот он утром просыпается, Господь сегодня использует, чтобы я что-то сеял там разумное, доброе своих учеников. Если это учитель математики, я там буду математику преподавать, потому что это раскроет для них какие-то там перспективы, они получат там знания. Если это язык, то я буду им язык преподавать, для того, чтобы у них была способность, да, потом получить хорошее образование, чтобы они могли коммуницировать с людьми. То есть вдохновляться, то есть Бог, Он дает тебе это. Он тебя использует в этом. Если это будут юристы, то сегодня Бог, Он использует меня для того, чтобы я послужил людям, чтобы у них там, какие-то трения с законом, да, или какие-то вообще вещи, то есть благословлю их таким образом. Если это строители или какие-то работники, которые... Я буду делать что-то на благо общества, да? Я построю то, что Господь сегодня использует меня для того, чтобы таким образом людям послужить. Если это будут предприниматели какие-то, утром просыпаешься, Господь сегодня использует мои дары, мои таланты, да, для того, чтобы сделать вот это общество наше, наш город, мой поселок лучшим местом. Полицейские, там, пожарные, с таким отношением они утром проснутся и скажут, что сегодня Бог, Он использует для того, чтобы я там защищал граждан, служил им. Есть такой популярный актер голливудский, Дензел Вашингтон. Такой, во многих фильмах снимался, он негр. И ему как-то, он верующий, есть ролики ходили по сети, когда его там что-то спрашивали, я вот не помню уже там, о чем там было. Но он многие такие вещи говорит. И вот одна, знаете, я просто другое видел, я его интервью, его спрашивали, каким образом вы справляетесь со славой? Потому что, часто слава, она сносит просто крышу у многих людей, особенно если там снизу пробился и потом во все тяжкие. И
И он сказал, что вся суть в том, что я понимаю, что вопрос он не во мне. Вот единственная как бы вот вещь, да, которая позволяет мне оставаться смиренным, это я понимаю, что за всем стоит Бог. И вот это вот осознание, оно позволяет мне хранить вот эти вот местоимения «я», «мне», «моё», как бы подальше, да. Я осознаю, что мне даны определенные способности, таланты. И он говорит дальше вот, внимательно. Я смотрю на это следующим образом. А сегодня ты что будешь делать? Кому ты будешь служить? Для кого ты будешь жить свою жизнь сегодня? Будешь ли ты ее жить для себя? Или ты ее живешь для Бога? Когда мы позволяем Богу использовать нас, тогда мы становимся кроткими людьми. Вот до такой степени, знаете, когда ты до такой точки, когда вот уже не я живу, а живет во мне Христос. И Бог, Он может дать тебе землю, как вот там, кроткие они наследуют. Он может добавить вот это все, что тебе нужно в твою жизнь. Потому что кроткий человек, он работает для Бога, а когда ты работаешь для Бога, вот кто работает, например, где-то на кого-то, и ты работаешь у кого-то, и если компания или там начальник компании, где ты работаешь, он смотрит, что ты делаешь хорошо, если он в здравом уме, он поощряет, он как-то это, потому что иначе люди, они будут, бывают крайности у людей, но тем более Бог, если ты работаешь на Него, если ты выполняешь, ты позволяешь Ему быть использованным, Он смотрит. Написано, что Бог поругаем не бывает. Бог поднимает людей, которые не ищут своего, которые не пытаются занять какую-то позицию, не ищут себе славу. Но в любой ситуации говорят: используй меня. Я бы хотел вот закончить таким примером. Это вот реальная история из жизни. Она не совсем была про это, но она очень хорошо иллюстрирует про то, что если ты кроткий, ты позволяешь Богу использовать себя. И не просто, знаете, так, спустя рукава, а ты действительно отдаешься себе, несмотря ни на что, то Бог, Он поднимает этого человека. Я в своей жизни, иногда это бывает, знаете, длительный этап такой. Я вот видел, и вот один из примеров таких, какой я могу привести, это вот пастор Максим Плотников, который сейчас в Нерингре. Изначально у него была такая, знаете, ложная кротость, потому что он был как вот реально как половой коврик, да, то есть от него все ноги вытирали. Но, несмотря ни на что, он всегда был готов послужить, вот всегда. Вот что бы ни происходило, вот Господь, Он использует меня все время. Со временем Бог, Он ему и мозги поправил, что значит истинная кротость. И дальше, и потом просто поднял его. И вот этот пример, который я сейчас, он также вот иллюстрирует это. И один человек, он зашел один раз в ресторан, час пик. Вот если кто, знаете, как у нас не ресторан, а как кафешка, наверное, сказать, да. И вот просто все забито, люди снуют, и если кто-то вот был, в таких заведениях, и вот он сел, и никого нет, и уже сидит довольно-таки какое-то время продолжительное. Официант мимо пробегает, и просто гору грязной посуды, там столы чистит, несет, его заметил, говорит: я сейчас подойду. Уносит эту посуду, через минуту к нему возвращается и говорит: я извиняюсь, это как бы,
не моя секция вот здесь, но я просто не хочу, чтобы вы ждали. И давайте я приму ваш заказ. И этот человек, он заказывает что-то, какую-то еду, там еду заказал, а потом говорит, можно, говорит, мне там вот эту, как она, Coca-Cola Zero, ну, где 0 калорий, там, такая она. Он говорит, извините, у нас вот как бы, вот именно такой Coca-Cola нет. Он говорит, тогда стакан воды можно? Хорошо, не вопрос. Взял заказ, убежал. Через какое-то время он к нему возвращается, приносит еду, все поставил, опять убегает и приносит ему холодную, со льдом бутылку Кока-Колы, вот этой Zero, 0, где 0 калорий. Он такой, откуда? Он говорит, да здесь, говорит, киоск рядом за углом. Как бы, недолго. Человек поел, понятно, что это, во-первых, стал один из его любимых ресторанов на какое-то время. Он туда ходил, и потом какое-то время его не было. То есть он куда-то уходил, там уезжал, долго в этом ресторане не был, несколько месяцев. И потом он приходит и садится и не может увидеть этого официанта, и он спрашивает, а можно он там его имя уже запомнил и узнать, где, или его позвать? На что ему отвечают, а вы знаете, он больше не работает официантом. Его повысили там, до управляющего. И вот это вот пример, знаете, когда ты готов, если это делает человек мудрый, то насколько больше Бог он все видит. Он в долгу не остается. Аминь. То, что я вот хотел донести, просто чтобы вы, знаете, вот такая вот неожиданная сторона слова кроткий. Что кроткий это не тот, кто безвольный, слабовольный, и которого могут прогнуть под свою волю. Но тот, у которого осталась и воля своя, и сила есть, и энергия, и желание, но кто позволяет всему этому быть просто под контролем Божьим. И важная черта дальше, что готов всегда в любой ситуации служить. Потому что, знаете, сегодня у тебя есть настроение, завтра у тебя нет настроения. Сегодня ты там вдохновленный порхаешь, завтра ты не будешь там или еще что-то. Сегодня у тебя в жизни все хорошо. У тебя там финансовое благополучие, там еще что-то, и с детьми все хорошо, и здоровье у тебя. А потом, если что-то произошло, и человек, он выходит из себя и начинает там, да нет, в любой ситуации, то есть я вот готов служить Богу. Аминь. Давайте мы поднимемся. Поднимемся, и мы помолимся. Я буду молиться, но если у тебя вот есть что-то на сердце у самого, Господь Он положил что-то сказать, что-то принести, ты можешь сам. Хорошо? Давайте какое-то время, пару минут буквально. Аллилуйя, Господь. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого, кто слышит это слово. И дай нам быть кроткими, просто вот именно в Твоем правильном понимании. Господь, быть всегда готовыми послужить Тебе, быть всегда готовыми, чтобы Ты использовал нас, как Ты хочешь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Господи, я сейчас говорю это, чтобы не для того, чтобы было какое-то осуждение. Просто осуждение, оно не от Тебя. Господи, пусть не будет никакого осуждения, пусть будет правильное понимание. И да будет так. Аминь. Хорошо, с миром Божьим по домам я благословляю вас на эту предстоящую неделю. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов сюда. И у нас, наверное, в пятницу также будет здесь молитвенное собрание. Смотрите за объявлениями в группе. Пусть Господь благословит вас. Все с миром Божьим по домам.